тяжелые времена сегодня мы готовимся встретить замечательный юбилей Республики Саха-Якутия, Якутской автономной Советской Социалистической Республики, ее столетие. Говоря об этой дате, мы всегда должны помнить о тех, кто стоял на заре, когда формировалась наша Якутия, советская Якутия. Это Максим Кирович Амосов, Платон Алексеевич Аюнский, Степан Оржаков и много-много других, особенно их учителя. Это Емельян Ярославский, это Серго Орджоникидзе и тысячи коммунистов, которые под руководством наших лидеров, общепризнанных лидеров, и сегодня трудящиеся республики и нынешнее даже руководство республики вспоминают о них с большим уважением, с большим почтением. Но говоря о государственности Республики Саха-Якутия, надо помнить еще и о том, что в принципе в природе человека, нормального человека, всегда было, есть и пока существует цивилизация, будет стремление к созиданию, стремление к творчеству, стремление создать что-то своим разумом, своими руками, своими усилиями, своими трудами. И таким образом это и формируется то, что сегодня любые народы мира хотят собственной самостоятельности, хотят сами вершить свою судьбу, хотят сами создавать свое будущее. Если говорить о республике нашей, то, конечно же, на таких огромных просторах и с таким малочисленным населением республика в былые годы дореволюционные никак не могла интенсивно развиваться. И именно благодаря усилиям от наших первых лидеров была приглашена Академия наук Союза Советских Социалистических Республик для изучения экономического потенциала нашей республики, ее природных ресурсов. И этим самым заложены первые основы фундаментального развития экономики на крайнем северо-востоке Союза Советских Социалистических Республик. Да, нынче сложные времена, тяжелые времена. И то, что сегодня происходит центробежные процессы на всем пространстве бывшего Союза Советских Социалистических Республик, надо ясно и четко понимать, что стремление к центробежным силам, стремление к тому, когда сильный повелевает слабыми, это взято от живой природы, и это было до тех пор, пока в мире властвовала та система социального устройства, как капитализм, впоследствии последняя стадия его империализм. И мы хорошо понимаем, что и сегодняшние события в нашей стране связаны с тем, что мир меняется, что появляются новые доминирующие государства, которые никак не могут остановиться в своем стремлении расширять свое могущество, расширять свое влияние, расширять свое доминирование над всем остальным миром. Вот и поэтому мы, Советский Союз, стал, как говорится, жертвой вот таких вот действий, такого нажима со стороны, скажем так, коллективного Запада. Но я думаю, что как неизбежно развитие человечества, так и неизбежно все-таки те пути, которые приведут нас в будущем все-таки к социализму, к победе социалистического общества.
С праздником вас, дорогие друзья, дорогие товарищи! Не хотелось бы на этой грустной ноте заканчивать, но этот праздник, помните, это праздник, который был создан благодаря Великой Октябрьской социалистической революции.